Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. В прошлом ролике мы показали вам семью, которая на грани выживания. И произошло то, чего мы боялись. Черная небольшая собачка, прибившаяся к этому семейству, нам сказали, что ее сбила машина. Мы назвали его Дарк. Так вот, Дарк лежал с переломанными ногами у обочины дороги, пока кто-то, мы не знаем кто, не подкинул его к ветклинике. Волонтеры случайно узнали об этой собачке, поехали в клинику, сделали ему там противошоковые уколы, обезболивающие. Рентген уже не работал, это было вечернее время. На рентген повезут сегодня, если повезет и будет кому везти. С волонтерскими руками в Якутске беда, их просто нет. Девочки с маленькими детьми разрываются между семейными проблемами и спасением собак. Якутск отличается от других городов тем, что невозможно найти передержки даже за деньги. Волонтеров можно пересчитать на пальцах одной руки. Вчера девочки приехали, покормили семью, поставили щенкам первые прививки, за что им большая благодарность. Друзья, спасение собак в этом городе становится с каждым днем сложнее. Взлетели цены на все. Билеты на самолет, бензин, корм. Все подорожало. Подорожала жизнь. Если раньше люди равнодушно проходили мимо погибающего хвостика, то сейчас я боюсь надвигающихся холодов и своего бессилия помочь. Сейчас у меня в Москве около 130 собак. Многие нуждаются в лечении, в продолжении лечения. Передержки заполнены, везти некуда, и даже не в этом дело. А в том, что средств стало катастрофически не хватать. В семью уезжает хвостиков меньше, чем мы спасаем и вывозим. Мои дорогие друзья, подписчики канала, впереди лютые морозы и десятки жизней на волоске. Возможно, если бы на канале было не 7, а 70 тысяч подписчиков, дело спасения было бы более успешным. Я прошу помощи каждого из вас в распространении информации о нас, о нашей маленькой команде спасения, спасителей. Наверное, это единственно правильный вариант. Шанс для тех, кто с надеждой смотрит в глаза и, превозмогая дикую боль, виляет хвостом человеку. Обращаюсь к тем, кто хочет помочь, но не умеет это делать. Попросите своих близких показать, как копируется ссылка, как распространить эту ссылку на других ресурсах. Это будет большая помощь делу спасения.
Сейчас ситуация такова, что даже тех, кто вывезен, с трудом получается оплатить их содержание, лечение, стерилизацию, пиар, покупку корма и другие нужды. Выход есть. Это информационная помощь нашему с вами общему делу спасения. Люди добрые, помогите. Собака в большой беде. Вот сломанные либо предплечье, либо лопатка. Попала под машину 2 недели назад. Вот она сейчас находится недалеко от Жатайской заправки, 100 метров. Вот она. Я ее подкармливаю каждый раз, но завтра я работаю последнюю ночь, и дальше вот я не знаю, что делать. Вот она бедная здесь возле вот этой вот будочки лежит всю ночь, все ночи. Я не знаю, как она с дороги вот сюда попала. Помогите, люди. Вот как пройти мимо боли и страданий, мимо молящих глаз. Вот такое вот видео пришло из пригорода Якутска. 2 недели собака мучается. 2 недели собаке не оказывается помощь и лечение. 2 недели ее никто не забирает. Это видео облетело все местные группы, чаты, всех волонтеров. Но, увы, помощь так и не пришла. Но этот пес не дает мне покоя. Я просила забрать, я обращалась к мужчине, к этому, но он не может. Что мне делать? Закрыть глаза, заткнуть уши, пройти мимо и представлять, как будет в канаве умирать на холодной земле вот этот вот пес? Но он виляет хвостом, он с жадностью хватает хлеб. Значит, его можно спасти. Но у него явно переломы. Перелом ноги или выбита лопатка – это покажет только рентген. Для этого надо найти машину, найти человека, который за это возьмется. Привезет на рентген и где-то его передержать. С дефицитом передержек совсем беда. В Якутске нет передержек,
Но если очень сильно где-то попробовать передержать, где-то в подсобке, где-то в коридоре, где-то, в общем, не знаю. Но, друзья, мне нужна ваша помощь, ваше мнение и наше с вами совместное участие, если мы будем его спасать. Я благодарю всех вас, друзья, и надеюсь не только на финансовую помощь, но и на информационную поддержку. Нас должно быть много, тогда и спасенных жизней будет больше, друзья.